Двор мечети был окружен кольцом солдат, и по дороге мужчины увидели, что везде на перекрестках автоматчики и пулеметчики. В общем, где-то гудят какие-то машины. Двор мечети был окружен кольцом солдат. Сперва, говорит, гробовое молчание, а потом возгласы возмущения, и потом поверху начали стрелять из пулеметов. Темно уже было. Стали появляться машины, большие машины с брезентом, покрытые брезентом. Нас посадили на эти машины и вывезли на железнодорожную станцию. Загрузили нас и сразу вагоны закрыли. В таком положении их везли 27 дней в вагонах. По дороге люди умирали. Везли нас в вагонах, товарных вагонах, 18 дней. Каждый вагон битком набит людьми. Не было, нечего было есть. Правда, во время остановок приносили одно ведро пшенной каши. Взрослые не ели эту кашу давали детям, и очень трудно было. Люди пытались умершего человека спрятать под вещи, закладывали его вещами, но все равно солдаты приходили, обыскивали, выносили и прямо на снег оставляли. Хоронить было невозможно. Поезд не стоял, чтобы можно было вырыть могилу. Не знаю, куда эти трупы потом делись. Нас привезли на станцию Жалтырь Акмолинской области. Наша семья стала проживать там, в овощехранилище, в подвале. Потом нас выгрузили на снег. Холод был жуткий. Мы, люди южные, в тапочках многие. Там, я думаю, третья часть ночью умерла. За 1 месяц умерли 3 в нашей семье. После этого я отца ни седым не помню, он весь был белый. Географию она вела, и когда она на уроке стала говорить о Северном Кавказе, вот Дагестан, вот это Кабардино-Балкария, вот это Северная Осетия, я сам, не зная, прямо навзрыд заплакал. Ну, она, наверное, поняла. Потом подошла, погладила меня по голове. Говорит, ничего, ничего, все исправится, все исправится. А мне еще сильнее, я еще сильнее заплакал. К Сталину все относились плохо. Песни пели о нем, такие проклинающие Сталина, Берия особенно. Я помню 3 таких негативных героя: Берия, НКВД и Сталин. 5 марта, по-моему, он умер. 5 марта. Все в школе, когда объявили о том, что он умер, все стали плакать, а я не мог никак заплакать. Я слюнями мазал свои глаза, делая вид, что тоже плачу. Сильные дети восторженно закричали. И когда нам сказали, больше занятий не будет, и мы все разбежались, я с этим Саттаровым своим, который сидел со мной за партой, подрался. Зачем ты плакал? Но мне сразу в душе пришла мысль, что все, наша трагедия закончится на этом, со смертью Сталина.